Финансирование учреждений, доступность медицинской помощи для населения, особенно в отдаленных районах, эти вопросы интересовали членов Общественной палаты в первую очередь. Министр здравоохранения Эдуард Будба предоставил отчет о текущем состоянии дел, рассказал о достижениях и ключевых проблемах. На данный момент Минздрав реализует 7 ведомственных целевых программ, утвержденных Кабинетом министров. Вы знаете, что у нас есть определенные программы, по которым спускаются финансовые средства для того, чтобы мы помогали нашим гражданам. Это централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия. Объем финансирования 250 миллионов рублей. Вторая программа – это медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Объем финансирования 6 миллионов рублей. Раньше была другая сумма, она увеличена. Значит, совершенствование противотуберкулезной помощи. Объем финансирования 8 миллионов рублей. Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии. В республиканской больнице есть специализированное отделение, которое финансируется в объеме 60 миллионов рублей. Очень большая программа – это лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия. Объем финансирования 180 миллионов рублей. На лечение направляется как в частные клиники Республики Абхазия, так и в частные клиники Российской Федерации и в государственные клиники Российской Федерации. Очень много пациентов на данный момент выезжают в те клиники, где оказывается та или иная высокотехнологическая медицинская помощь, учитывая то, что на данный момент в ряде лечебных учреждений республики пока, еще раз хочу повторить, пока не делаются такие виды вмешательства, поэтому мы вынуждены отправлять наших уважаемых граждан на лечение в профильные учреждения Российской Федерации. Остро ощущается нехватка врачей узких специальностей в медицинских учреждениях. Представители Общественной палаты выразили обеспокоенность кадровым дефицитом. Меня вот лично беспокоит те студенты, которые выезжают по лимиту, потом уже где-то на том курсе, где они должны выбрать профессию, вы мониторите или нет, те именно направления, которые у нас, собственно говоря, не хватает. Не хватает, я, прежде чем сюда прийти, тоже выясняла для себя. Например, в Гудаутской больнице вообще нет анестезиолога, говорят. Некоторые наши студенты уезжают, ординаторы, и потом не возвращаются сразу. Это действительно наболевшая наша тема. Я вам объясню несколько факторов, которые приводят к тому, чтобы они там оставались. Во-первых, зарплаты российские несопоставимы с нашими местными зарплатами. Во-первых. Во-вторых, когда специалист едет в российскую клинику и получает там профильное базисное образование для того, чтобы состояться как специалист, он не может просто закончить и вернуться. Он будет не такой специалист, который может принимать какие-то правильные решения. Вы согласны со мной? Он должен получить практику. Когда человек не имеет юридическую подпись, что я обязуюсь вернуться, да? Наверное, к этому вопросу мы тоже должны как-то системно подойти по государственному. За счет средств небюджетного фонда обязательного медицинского страхования осуществляется программа обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в стационарах, в программах химиотерапии онкобольных, а также лечение бесплодия с использованием метода ЭКО. В этом году на процедуру было отправлено 30 пациентов. Вы знаете, что такая программа у нас начиналась несколько лет назад. Сейчас, благодаря перераспределению финансовых средств из фонда репатриации, более 30 миллионов рублей перенаправлено в Министерство здравоохранения. Мы уже более 30 наших молодых женщин отправили на лечение в крупные федеральные центры. И хочу сказать, что у нас уже такая хорошая практика есть. В Минздрав приходят молодые мамы с детишками, и это направление тоже развивает. По мнению министра, сферу здравоохранения необходимо централизовать. На заседании обсудили подведомственность районных медучреждений местным администрациям. Мы с самого начала говорим о том, что мы маленькая страна, где мы можем за несколько часов проехать все лечебные учреждения, что было неоднократно мною сделано в ковидный период, и это не так сложно. И на базе Гудаутской больницы, когда была история с ковидом, мы ввели прямое управление на базе центральной больницы города Гудаута, и это нам облегчило и кадровое решение, и вообще принятие решений. Поэтому вопросы централизации управления и финансирования государственной системы здравоохранения. Я говорю о том, что нужно передать всем медицинским организациям видение Министерства здравоохранения, чтобы под единым началом все это было. Мы говорим, касается медицинских организаций, находящихся в ведении местных органов государственного управления. Участники встречи выразили надежду на конструктивное сотрудничество при реализации реформ здравоохранения. Они отметили, что только совместными усилиями можно создать эффективную, справедливую систему здравоохранения, отвечающую потребностям населения.
Кундашова, Рамо Камки, Абхазское телевидение.